Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Акция памяти. Мешки с продуктами будут доставлены всем адресатам до единого. Одним днем раздача не ограничится. Она продлится 3 суток. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию «Память об Увайсаре Сайтиеве». Вклад в победу. Огромное спасибо. С таким отношением, с таким подходом, однозначно, враг будет разбит, победа будет за нами. Адам Кадыров передал для нужд СВО грузовые автомобили. Утренний намаз. Министерство Чеченской Республики по делам молодежи запустило акцию в честь священного месяца Рамадан. Военнослужащие 2-го батальона 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации успешно выполняют боевые задачи по направлению города Часов-Яр. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в ходе оперативных мероприятий нашими бойцами были обнаружены замаскированный опорник ВСУ и несколько блиндажей, в которых находились укронацисты. В результате блестяще проведенной операции наши воины захватили 3 блиндажа противника. 4-й был уничтожен. Опорный пункт также был захвачен. Благодаря грамотным действиям личного состава батальона «Шаха» также было захвачено натовское оружие. В связи с кончиной 3-кратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Увайсара Сайтиева региональный общественный фонд имени Кадырова организовал благотворительную акцию в поселке, где он проживал. Инициатива направлена на поддержку населения и выражение уважения к памяти выдающегося спортсмена. Репортаж Турпал Али Тайсумова. В память о легендарном борце, спортивном деятеле и политике Увайсаре Сайтиеве в его родовом городе Хасавюрт, Республики Дагестан, проходит раздача продовольственных наборов. По инициативе общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова были приготовлены по 3000 мешков с рисом, сахаром и мукой, специально для нуждающихся. دال راس خلو ويبتشح رمضان حجينا دال راس خلو دال قبل ساعدو أخا إساق دال قابل دول وبيش بيتا. Волонтеры приносили их прямо к порогу дома. От представителей Братской Республики звучали благодарности в адрес руководства нашего региона за такое искреннее внимание. Особенно это ценно в священный месяц Рамадан. وبتشع رمضان حاجي بروشين سي فوندر حدا يتنساقدو بويسر وبيشت يرعين شور تحت حدي يرتع بونشناخن اخدا ساقدول وبتشع رمضان حاجينا دال شيدو حاقوليتل اقدا ساقدول ايمان نسي ونانا. Чтобы приготовить блюда для совершения ифтара и сухура, каждой семье передаются мешки по 5 килограмм в каждом. Это сильно обрадовало людей. Они высказывают не только благодарность президенту фонда Аймане Несиевне и руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову, но и тепло отзываются об Увайсаре, одним из лучших и титулованных борцов в истории. جوه دوق لازم بولشتينه شو ده دوق هردخن سالخنا تخنا ملدوق أدم در أرديان ده دقل وي بوصل бош بويسر وين دقح بيسنقي. Помощь в такое важное время стоит очень дорого, и фонд никогда не забывает о тех, кому так важна поддержка. Рамзан Ахмадович молодец, ну, исенкант. Асам ол нагасек энтершка ишткант. Декона няти Айманиоле. Дал сардойл. Бенчан дал геш дойл дезендел. Кудик давай диги тагдагдиш. Дал обалдин сахалил бувайсам синкоч. Дал геш дойлтун. Дал ялсмина давойлтун. Дикстагвар. Массана дгвишвар. دال قابل دين ساخيل تنخوزن دال وقتل إدايتن رمضان دير ساخيل ولا مستهمني حاجة حاش مسيري دوقيت شوال دال دوقوا خيلي وين وزن دال
Благотворительная акция велась до самого вечера, пока не наступило время для очередного разговения. Мешки с продуктами будут доставлены всем адресатам до единого. Одним днем раздача не ограничится. Она продлится 3 суток. Турпал, Лолита Исумов и Алисхан Кацулов. Вести. Чеченская Республика. В зоне специальной военной операции продолжается активная поддержка военных подразделений. На этот раз Адам Кадыров передал грузовые автомобили разведывательной роте. Эта техника станет важным подспорьем для выполнения боевых задач. Подробности в нашем следующем сюжете. Чтобы несение служебного долга было эффективным, по поручению начальника обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адама Кадырова 20-й армии разведывательной роты 361-го полка прямого подчинения Министерства обороны Российской Федерации выделены 3 грузовых автомобиля повышенной проходимости марки УАЗ. Это произошло сразу после их обращения с просьбой о помощи. Машины передал помощник главы региона, руководитель Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбетр Вайханов. Вчера ночью я приехал с Брянского направления. Нашим бойцам, которые участвующие там, держащих фронт, так скажем, обороны, тоже выделил автотранспорт и FPV-шные дроны. У нас такая работа, можно сказать, ежедневно на постоянном основе проводится. И сейчас эти автомобили выделены вам, вашему полку. И в дальнейшем, если будет необходимость еще каких-нибудь там оборудований, транспорта, обращайтесь, будем помогать по мере возможности. Так как нам наш глава республики Рамзан Ахматович Кадыров дано поручение, не имеет значения, какое подразделение, с какого армии, с какого направления. И дано поручение помогать всем бойцам, которые участвуют в зоне проведения СВО. Поэтому со всех сил мы будем помогать и помогаем, и будем дальше это делать. Вас поздравляю с получением нового автотранспорта. По словам командира роты Евгения Кумарева, они просили лишь один транспорт, но были сильно удивлены, когда им привезли сюда 3 экземпляра. В зоне специальной военной операции машины будут эксплуатироваться для широкого круга нужд. От лица всего полка он поблагодарил за оказанную помощь. Нашего бойца отряда обратились к Адаму Рамзановичу. Так оперативно на нас отреагировали. Я до сих пор еще не верю, что мы эту технику получим. Я ее вот вижу, и думаю, неужели она у нас будет? А в первую очередь она пойдет на обеспечение ударных расчетов, на разведывательные посты. А обоз – это основа жизнедеятельности подразделения, когда ребята обеспечены. Сейчас мы это осуществляем на большой машине у нас одна осталась. И вот сейчас с вот этой техникой, это очень мобильно. Плюс в нее мы не ожидали, что еще будет она пассажирская. То есть и расчеты могут на ротацию садиться, и БК. Ну то есть это такая красота, слов нет. Огромное спасибо, огромное спасибо. С таким отношением, с таким подходом, ну однозначно враг будет разбит. Победа будет за нами. Осмотрев транспорт, Байбетр Вайханов пожелал солдатам успешного несения службы, заверив, что если возникнет дополнительная потребность в чем-либо, они обязательно предоставят необходимое. Сейчас разведрота сосредоточена на перевозке беспилотных летательных аппаратов и других вещей. Такие подарки – это лучшее решение для их задач, чтобы работа была облегченной. Турпал, Лолита Исумов и Сайтемин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Министерство Чеченской Республики по делам молодежи в честь священного месяца Рамадан объявило о ежегодной акции «Утренний намаз». В ее рамках дети, которые будут совершать намаз в течение всего месяца в центральной мечети Грозного, смогут получить ценные призы. Слово Медине Мударовой. Предрассветный сумрак еще не рассеялся. Звуки азана, призывающие на утреннюю молитву, слышны по всему городу. Магомед Амин Натаев – часто гость в центральной мечети Грозного. Каждый день он вместе с друзьями приходит, чтобы совершить утренний намаз.
По окончанию молитвы ребята отмечаются при выходе из мечети. Такая система позволяет следить за регулярностью и поддерживать дисциплину. Акция «Утренний намаз» ежегодно собирает в мечети сердца Чечни юношей до 14 лет. Она инициирована Министерством Чеченской Республики по делам молодежи и направлена на духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Эта акция призвана, чтобы привить подрастающему поколению духовность, привить им любовь к религии, к обществу. А также это очень влияет на патриотическое воспитание подрастающего поколения, потому что мы все знаем, что в мечети особенно бывает старшее поколение, и у них можно многому научиться, поэтому это небольшая такая лепта на весь этот созидательный курс главы республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Постараемся идти ногу со временем. Именно эта искренняя радость и энтузиазм в глазах ребят являются самым убедительным доказательством успеха акции. Передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: совершивший утренний намаз находится под защитой Всевышнего, и он ничего не потребует от вас за свою защиту. Каждая молитва – это шаг навстречу Создателю, возможность очиститься от грехов и укрепить дух. По окончании Рамадана организаторы подведут итоги и определят самого активного участника, который на протяжении всего месяца совершал намаз и выполнял все требования. Наградой за такое благое дело станет ценный приз, который непременно обрадует любого. Медина Мударова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Важность правильной организации занятий и планомерной подготовки школьников обсудили на семинар-совещании республиканского комплекса «Квант». На мероприятии, организованном региональным модельным центром дополнительного образования детей, присутствовали муниципальные операторы творческих конкурсов и опорные центры, которые подводили итоги анализа подготовки детей к участию в конкурсах. Присутствующие обменялись мнениями и согласились следовать озвученным рекомендациям. Основная цель – поддерживать интерес детей к выбранному направлению и отслеживать их психологическое состояние. В Грозном прошли рейдовые мероприятия по выявлению нарушения правил утилизации мусора в частном секторе. Проверяющие отметили, что жители часто выставляют отходы в пакетах, развешивают на столбах или оставляют в неподходящей таре, что приводит к неприятным запахам, антисанитарии и портит внешний вид города, особенно в условиях растущего туристического потока. Столичная мэрия призывает граждан приобрести мусорные контейнеры, что облегчит работу регионального оператора и улучшит экологическую обстановку. В случае их отсутствия к нарушителям будут применяться административные меры, включая штрафы. Убедительная просьба приобрести мусорные контейнеры, так как когда выставляют мусорные пакеты на самодельные крючки и отдельно мусорные пакеты, и портят вид нашего города Грозного. Поэтому убедительная просьба всем приобрести контейнеры. Все люди нашего города предупреждены, в случае отсутствия мусорных контейнеров будет наложен административный штраф. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.